Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане состоялись награждения военнослужащих. Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с руководителями немецкой консалтинговой компании. Итоговый документ политического форума в Туркменистане опубликован на 6 языках ООН и другие новости. В соответствии с указом президента Туркменистана, верховного главнокомандующего вооруженными силами страны, генерала армии Сердара Бердымухамедова, в честь Дня защитников Отечества, группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов была удостоена государственных наград. Согласно указу главы государства, награжденные также получили очередные классные чины. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с руководителями германской консалтинговой компании, ставшей победителем международного тендера на оказание консультационных услуг по созданию медицинского кластера в городе Аркадак. Как отмечалось, Германия является одним из приоритетных партнеров Туркменистана в Европейском Союзе. Страны осуществляют плодотворное сотрудничество во многих областях двустороннего взаимодействия. Итоговый документ международного форума «Диалог. Гарантия мира», состоявшегося 11 декабря минувшего года в Ашхабаде, был опубликован на 6 официальных языках ООН и распространен в качестве официального документа 78-й сессии Генеральной Ассамблеи. Документ был опубликован в рамках пунктов повестки дня сессии Генассамблеи, посвященных культуре мира, миростроительству и зоне мира в Центральной Азии. В Ашхабаде прошел торжественный прием по случаю 75-го Дня Республики Индия. Мероприятие посетили представители министерств и ведомств Туркменистана, послы иностранных государств и главы представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане. Открывая прием, временный поверенный в делах Индии в Туркменистане Канишка Сингх отметила, что за последние 30 лет партнерские отношения двух стран получили мощный импульс развития во многих областях. С поздравительным словом от туркменской стороны выступил министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Бегенч Гочмолаев. От имени президента Туркменистана и национального лидера туркменского народа он поздравил народ Индии с Днем Республики. В преддверии китайского Нового года в парке Ююань в Шанхае проходит ежегодный фестиваль бумажных фонарей. В этом году он открылся 21 января и продлится до 18 февраля. Фестиваль посвящен китайской мифологии и морю. Более 200 тысяч фонарей разных форм и размеров украшают парк. Они символизируют радость и процветание. Согласно исследованию Life Data Technologies, в 2023 году удаленных работников увольняли на 35% чаще, чем офисных. В исследовании проанализированы данные о 2 миллионах служащих. В Ашхабаде прошел первый в этом году турнир по настольному теннису среди юных мастеров ракетки. Состязания проводились в Федерации настольного тенниса Туркменистана в 2 возрастных категориях – для детей 14-13 лет и 10 лет и младше. В турнире приняли участие 52 мальчика и 35 девочек. За звание лучших боролись представители Ашхабада и города Мары. В старшей возрастной категории победу одержал представитель Ашхабада Назим Дурдыев. В младшей группе девочек первенствовала его землячка Элина Ахмедова. Всем 16 призерам состязаний торжественно были вручены ценные подарки и памятные дипломы. Сборная Таджикистана по футболу впервые в своей истории вышла в четвертьфинал Кубка Азии, обыграв по пенальти команду Объединенных Арабских Эмиратов. Матч 1/8 финала турнира, который проходит в Катаре, завершился в ничью 1-1 после дополнительного времени. В серии пенальти таджикские футболисты оказались точнее – 5-3. Для сборной Таджикистана это первое в истории участие в финальной стадии Кубка Азии. В 1/4 финала команда Таджикистана сыграет с победителем пары Ирак и Иордания. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.